Трансляцию включил. Так, подождем, пока люди соберутся, если соберутся. Так, что мне надо для того, чтобы заварить лапшу? Так, наверное, мне нужен кипяток. Кипяток. Так, ну что, котяра, уселся здесь? Лапшу ждешь? Да? Когда я лапшу тебе приготовлю, будешь кушать со мной, да? Вот. Или ты вискас лучше будешь кушать? Молчит. Молчит кот. Так, что, мне надо чайник. Чайник мне надо. Чайник, чайник, чайник. Так, воды налить. Воды налить. С этой водой запастись. Воду я запасаю в баночки, отстаиваю, и потом только пью. Газик. Ой, перелил. Перелил. Да уж, такие вот дела. В стране у нас воды я перелил в чайник. Ничего страшного. Ничего страшного в этом нету. Лишняя вода вытечет. Так. Полдня сегодня не ел. Голод страшный мучает. Так что будем сейчас, кто хочет, может со мной попробовать продегустировать лапшу. Вот, она сейчас представлена перед вами, выложена. И другой лапши не было, это что было. Так, пока буду тут немножко возиться, водичку наберу для отстаивания в баночке. Кто сейчас отстаивает воду, интересно, никто, да? Все или с этого, или используют, заказывают воду, либо, значит, куда ее еще могут. Фильтры, да, домашние стоять. Ну вот я еще дополнительно лапшу, ой, господи, воду отстаиваю. Как бы все равно фильтр он пропускает этот хлор, как бы, да, и на 100%, мне кажется, вода делается нормально пригодной для... Кстати, можно будет сегодня померить качество воды. Это у меня будет прибор. Где-то будет прибор, который меряет качество воды. Можно будет оценить. Несколько банок, чтобы было про запас, а то мало ли чего могут воду отключить. Да? Потом где захочется пить и не попьешь, даже руки не помоешь. А так, если вода есть в запасе, это просто замечательно. Это просто замечательно. Так, ну что ты, Котейкин, тут развалился, а? У меня. Что Котейкин развалился? Сейчас вам Котейкина покажу. Котейкина покажу. Вот Котейкин какой. Видите, да, Котейкина? Вот он такой. Ой, блин, у меня это же банка переполняется. Ё-моё, блин. Переполнил банку. Котейкин лежит. Лежит, ждет. Лапши, наверное, да, вместе со мной. Так, мы сейчас его в сторонку отставим, чтобы он... Ой, еще пищит, ему не нравится. Ладно, вот сюда тебя кусается. Ух ты! Что такое злой, а? Что злой-то? Не поймешь, что ему надо. Так, еще одна банка наполнится. Так, чайник я поставил. Фу, что-то жарковато стало, слушайте. Как у вас там в городах-то?
холодно, не холодно, ой, жарко, не жарко. Говорят, что жарко. У нас, ну как, у нас не жарко. Я не сказал, что жарко, но солнце есть. Сегодня сейчас сколько вот градусов, посмотри, вот 20 градусов на улице. Ну, на всякий случай еще вентилятор сейчас включу, чтобы более как-то менее комфортно было. Я вот тут ставлю на фоточку и включаю. Вентилятор, ой, ё-моё, попали эти в него. Так, ну что, еще водичка не вскипела. Что у нас сегодня на выбор? Так, ну вот это, наверное, самая суперовская лапша Ролтон яичная, да? Нежная яичная лапша, бульон с добавлением мяса, больше овощей, острая куриная, по-домашнему. Вот эта весовка большая у нее, весовка, приличная весовка. Масса, сколько ее здесь? 85 грамм. Так, потом, что у нас еще есть? Вот такой бизнес-ланч. Лапша яичная со вкусом ароматной говядины. Представляете, да? Но это уже, конечно, поменьше объемчик. У нее сколько граммов-то? 45 граммов. То есть в 2 раза меньше, чем вот это. Угу. Дальше что тут есть у нас? Петра. Вот такая вот говяжья. Вкусно, выгодно. Кстати, есть куриная, есть говяжья. Какую-то надо одну из этих выбрать. Так. Большая порция. 300 грамм готового без консервантов. Ну, вообще идеально. Так, и вот это вот бизнес-ланч этот есть со вкусом говядины и со вкусом тушеной курицы и лука. Вот что у нас есть. Так, посмотрим, что мы видим. Добро пожаловать. Так, ничего никто не пишет, лайки не ставят. Ну ладно. Короче, надо что-то мне выбрать из этого, потому что все не съем это за раз. Так, есть, короче, говяжья, да? И есть вот такая говяжья, да? Вот. Наверное, одинаковые надо сравнивать. Это куриная, а это какая куриная тоже, да? Так, а это какая у нас? Куриная. То есть, наверное, будем сравнивать вот с этой лапшой. То есть возьмем куриную Петру. Так, говяжью сложим. И куриную бизнес-ланч. Бизнес-меню. Бизнес-меню. Неужели бизнесмены такую лапшу едят? Вопрос. Так что вот так вот будем. Тут у меня такой антуражик. Тут сегодня 28 число у нас. Видите, да? 28 число. Сейчас время у нас 10 часов вечера. Местное время. У вас там может и другое быть время. Но у нас вот сейчас 10 часов вечера. Самое время покушать хорошо перед сном. Так, ну можно будет тут к этой вот лапше еще сосиски отварить или поджарить. Я люблю поджаренные лапши, сосиски. Так, давайте-ка мы посмотрим, почитаем способ приготовления. Варить надо, не надо. Так, добавьте к лапше бульон, приправу и овощи сушеные из пакетиков. То есть там внутри пакетики. И залейте. Так, вот это Петра как готовится. Читаем. Какие мелкие буквы, боже мой. Что написано-то, не вижу.
Совсем не вижу, что написано. Приятного аппетита. А, вот добавьте к вермишели суповую основу, залейте 250-300 мл кипятка, закройте плотно крышкой и подождите около 5 минут. Хорошо перемешайте. Так, и бизнес-ланч, меню, бизнес-ланч. Так, накройте крышкой, а тут даже 4 минуты. Вот здесь по 5 минут, а здесь 4 минуты. Представляете, накройте крышкой, подождите 4 минуты и тщательно перемешайте. Блюдо готово. Приятного аппетита. А каким объемом воды заливать? А, вот тут написано. Сейчас мы... Выложите содержимое в тарелку. Залейте 250 мл кипящей воды. Тут меньше, тут 300 мл, а здесь 250. Хотя по 45 грамм, и здесь сколько? 50 грамм. А, ну понятно, то есть 5 грамм это что получается? А давайте мы сейчас проверим, сколько это весит все. Сколько это все весит у нас. Притащи весы, которые нам будут подборить точно. Вес. Ну, я думаю, что вот эта упаковка, она весит совсем мало. Там сколько-то граммов, да? Весы притащил. Весы притащил. Так. Есть очень охота. Вы представляете, как я готов сейчас всю эту лапшу съесть. Кстати, она довольно вкусная. Так. Так, давайте там их в стороночку поставим, чтобы ничего нам тут не мешало. И вот весы. Включаем. Так, 0, да? Так, вот это вот бизнес-ланч, вес ее 45 грамм, 50 грамм. Ну, 5 грамм, наверное, весит вот эта вот упаковка, да? Так, и это Петра сколько? Тут написано 50 грамм, нет-то, нет-то. То есть без этой 55 грамм, да? Ну, слушайте, точно, все как с точностью до грамма. 5 грамм упаковка весит. Так, а у этой весовка здесь написано 85 грамм, нет-то. Ложим. 93, 92. Ну, тут больше вот этого. Упаковки, поэтому она и больше весит. Все правильно, без обмана. Так, выключаем, убираем. Потом мы еще, нам эти весы понадобятся, мы это самое оценим, сколько вот будет весить в итоге продукт наш. Это, кстати, с Крыма вот эти штучки, ласточки на гнездо, вот такое вот. Это такая подставка, там продается где-то в Новом Свете или где мы брали. А это вот салупки, видно, да, салупки. Такое. Кто был в Алупке, знает. И вот это вот еще такая с Крыма соломка, да, или что тут, перец можно еще сюда насыпать. С какого-то материала, дай-ка понюхаю. Ну, пахнет этой то ли можжевельником, то ли еще чем-то. И вот такая вот еще Судак, Ялта, Алушта, Севастополь, Феодосия. Но она уже рассохлась, вот пришлось даже в некоторых местах подклеить, как бы. Но еще нормальная. Вот это точно можжевельник. Я брал ее.
Ну вот еще запах сохранился. Запах. И вот такая вот. Ой, боже мой, падает, все рушится. Вот такая вот подставка тоже. Это срез дерева. Вот так вот кусочки тоже вот срез. Это вот эти залиты таким образом. Кора даже тут есть. Смотрите, все. Все как надо. Так, что у нас? Чайник у нас кипит. Давайте сейчас вот так я все поставлю, чтобы у нас было все это видно. Чайник уже выкипает. Так, все, стоп. Стоп, газовая плита, поэтому готовить, в общем-то, комфортно. Так, давайте для начала вот сюда, в эту тарелку влезем. Заварим вот этот ролтон большой. Ролтон большой заварим и посмотрим. Влезет он сюда, кстати? По-моему, нифига не влезет, да? Какой тут объем? Непонятно какой объем. Так, еще какую тарелку взять? Давайте-ка я посмотрю. Так, есть вот эти вот. Мне тоже, наверное, мало. Вот эта большая упаковка. Она вообще. Или может половину ее заварить. Честное слово. Куда ее мне столько? Я столько не съем, да и тарелки надо. Так, давайте-ка тарелки. С тарелками определился, какие тарелки взять. Вот у меня такие есть. Они, по-моему, как раз подойдут для этой тарелки. Вот и эту. Или все-таки в эту заварить ее. Все-таки в эту заварить. Ну давайте попробую. Так, давайте это отодвинем, чтобы ничего не мешало нам для готовки. Вот так вот, наверное. Так, это воды получается 300, 250. И здесь 370, да? Где-то литр мне надо. Но я думаю, хватит воды. Так, и сейчас мы с вами будем заваривать, дегустировать. Так, для начала открываем бизнес-ланч. Так, кстати, прочитаем, как для начала мы, из чего это состоит. Изделия макаронные, быстрое приготовление. Так, состав: лапша, мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта, масло, вода, соль, сахар, усилитель вкуса, глутамат натрия, морковь сушеная, экстракт дрожжевого порошка, луковый ароматизатор, говядина. Ну, химия, короче, регуляторы кислотности, натрий, инозиат натрия, глутамат натрия, гунилат натрия, регулярность кислотности, кислота лимонная, кислота уксусная, лавровый лист, молотый, регулятор кислотности, лимонная, лук зеленый, перец черный, молотый, усилитель вкуса и аромата, 5-инозиат натрия, второй замещенный 5-гуанит натрия, замещенный перец красный молотый, боже милостивый, 12 месяцев, 31.10 она годная, да? Давайте открываем эту химозу. Стоит она 14 рублей у нас в магазине. Ну, какой плюс ее? То, что очень быстро приготавливается. Достаточно иметь
чайник и, в общем-то, все. Так, давайте, что, будем ломать? Не будем? Давайте не будем ломать. Так, высыпаем содержимое, остатки, да? Что мы здесь видим? Так, больше ничего не видим здесь внутри, да? Все, я высыпал. И вот такой вот один пакетик идет суповая основа. Суповая основа. То есть здесь вот вкусняшки у нас, глутамат натрия и так далее. Так, отрезаем, отрываем. Такой вот порошок. Вот такой вот он видно, да? То есть, ну вот лавровый лист я вижу здесь есть, ага, молотый, молотый. Можно, кстати, специй каких-то своих добавить, но, наверное, не будем добавлять, оставим, как говорится, так, какой он есть, для того, чтобы было как бы на самом деле все это дело у нас, да? Так, чтобы тест был верный. Так, теперь Петра, вот это, да? Что у нас Петра состоит? Изделия макаронные, быстрое приготовление, с куриным вкусом. Я курицу выбрал, ага. Курицу выбрал. Так, мука пшеничная, хлеб пекарского выше, масло растительное, вода, питьевая соль, стабилизатор, карбонат калия, Е452, регулятор кислотности, Е451, суповая основа, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, Е635, сахар, овощи сушеные, чеснок, томаты, лук репчатый, зелень, петрушки, пряности, перец черный, перец красный, кукуруза, что ли, ага. Аромат курицы, масло растительное, продукт, содержать следы сои, продуктов переработки, яиц и молока. Вот, даже тут это самое энергетическая ценность и так далее, вот это приводится. Давайте пробуем, открываем. Кстати, вот на Петре здесь неудобно открывать. Или, это тоже такая же, да. Тоже такая же. Давайте открываем. Так, что-то любителей бич-пакетов совсем нету сегодня. Так, я открыл. Сейчас все будем сравнивать. Ну, зачесался. Чего-то. Так, во. Пакетик. Вот это вот содержимое вытряхиваем. Так, тут у нас уже все чисто. Так, а где было это растительное масло? Обычно бывает пакетик еще какой-то, а тут ничего нету с этим маслом. И, значит, у нас вот суповая основа Петра. Вкусно и выгодно. О как. Вкусно и выгодно. Так, кстати, здесь кажется, что больше даже, чем вот в предыдущем был. Берем, открываем. Ох ты, тут хоть цвет какой-то есть. Смотрите, цвет. Так, убираем. Сравнить, да? Вот это все-таки желтее, да? Так, меню, бизнес-меню, ланч. Лапша яичная, вот почему. Яичная. Она от желтка, видать, желтее. Зато здесь желтее вот это вот приправа. Приправа желтее. А здесь она какая-то... Ее здесь, по-моему, больше. Больше. Далее. Что мы делаем с вами? Так, это отставляем. Ролтон будем сейчас. Влезет, не влезет он в этот у нас... в эту чашку. Ну, больше у меня нет, к сожалению. Так, так, прочитаем. Ну вот это премиально, конечно, да. Если вот эти вот предыдущие, они стоили там рублей по 14-15, то вот это вот стоит все 25-30 рублей. Вот там, или даже 35, я не помню.
Так, нежная яичная лапша, бульон с добавлением мяса, больше овощей. И тут она, смотрите, видите, да, какая? Толстая, широкая. Так, читаем. Лапша пшеничное, масло растительное, крахмал кукурузный, топиковый, вода питьевая, соль, загуститель, стабилизаторы, карбонат калия, яичный порошок, разрыхлитель, гидрокарбонат натрия, усилитель вкуса и аромата, Е621, регулятор кислотности, лимонная кислота, бульон, приправа, соль, усилитель вкуса и аромата, Е621, Е635, соевый соус сухой, соевые бобы, пшеница, мультодекстрин, соль, лук репчатый, сушеный экстракт дрожжей, ароматизатор, пряности, перец красный, имбирь, перец черный, мясо курицы сушеное. Ух ты, даже тут мясо курицы есть, натурально. Пальмовый олейн. Пальмовый олейн, не масло, а олейн. Но олейн-то это масло вроде бы, да, как. Красители Е160, Е100, Е101, агент антислеживающий Е551, овощи сушеные, морковь соевый, текстура, лук зеленый. Продукт может содержать незначительное количество сельдерея, может содержать и продуктов переработки молока. Хранить при температуре до 30 градусов. Срок 12 месяцев. Ну, нормально. 12-20. Еще полгода можно ее держать. Ну, я недавно брал. Так. Так. Ну что, ставим лайчочки, лачочки. Ради вас все стараюсь. Пробую вот эту вот химозу. Химозу пробую ради вас, чтобы вы знали, стоит ли ее вообще брать, кушать, там, готовить и так далее. Так, давайте открываем. Вот смотрите, здесь есть, вот в этом месте, видно, да, такие вот насечки, и чтобы было удобно разрывать. Но мы по-другому сделаем. Я вот так вот ее делаю. Оп! Вы, наверное, тоже такая она порвалась. Смотрите. В этом месте порвалась. Чтобы удобно вынуть. Некоторые, знаете, как делают? Так вот ломают ее прямо в пакете, не раскрывая, так долбят, да, ее? И тогда она уже измельченная. Так, берем, достаем. Вот не влазит она сюда. Так, внутри 2 пакетика. О, так, остатки все сюда досыпаем. Так, пусто. Вот видно, да? Пусто. И 2 пакетика. Один пакетик с супер, значит, начинкой. Здесь у нас травка, мясо куриное и так далее, специи, да? А, вот здесь специи. А вот это бульон приправа Ролтон. Вот такие солидные, тяжелые пакетики. Так, можно даже взвесить, сколько они весят. Весят, сколько весят. Давайте мы включим. Так, что там? На 0 встал. Так. 9. Так, 5 грамм. И вот это еще. 8 грамм вес. Вот этой добавки. Так. Так, поскольку у нас она не влазит, то нам придется ее пополам сломать, да? Ач. Уч. 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 Вот так вот. Нормально. Пока, короче, закроется, как раз, смотрите, да? Хватает у нас, чтобы залить ее. Так, высыпаем вот эту травку с курицей сушеной. Так, и бульон приправу высыпаем. Ух ты, сколько тут ее, а?
попробовать, что ли, ее на вкус. Как она на вкус. Вкусная. Вкусняшка. Ой, лайчучек один поставили. Она острая. Ой, прямо так горчит, короче. Так, все. 28 число у нас сегодня. Так, вот. Так, по-моему, пока мы с вами там все это распаковывали, смотрели состав, содержимое, взвешивали, у нас чайник подостыл. Я его еще раз кипнул. Зажигаю просто такая вот газовая, таким образом беру спичку и зажигаю его. Далее, да? Теперь главное ее донести удачно и поджечь газ. Все, ставим. Так, подождем 5 минут, подождем. Даже меньше подождем. Ну, поскольку тут одна лапша, а хочется еще чего-нибудь конкретного такого, наверное, я еще поджарю сосиски. Ну, сейчас мы вот зальем пока водичкой, да, кипяточком. А вот у меня еще, смотрите, 2 штуки осталось про запас этих вкусняшек. Так, поэтому мы их отложим, не будем все сразу съедать. Не будем. Так, подождем, пока засвистит чайник. Да, вот он уже горячий, он просто немного остыл. Поэтому... Так, а нам же еще надо чем закрывать, да? Чем закрывать надо? Тарелки такие вот. Какие-то. Типа вот таких, да? Вот такие тарелки есть. Крышек-то нету с этим чашкам. О, вот это пойдет. 3 надо одинаковых таких тарелочки. Ну вот уже слышим, что он закипает. Что он закипает, слышим. Так, закипел. Так, 3 тарелочки есть. Теперь я беру чайник и подношу его. Начинаем заливать. Вот эту я крайнюю заливаю. Видно, да? Опс. По-моему, хватит, да? Хватит. Так, давайте-ка я в сторонку это уберу. Теперь вот эту вот. Кипяточком. Вентилятор у меня включенный. Так, залил. Вот смотрите, это химоза потемнело резко. Так, и теперь вот эту заливаю. Самую дорогую лапшу. Вот он, да? Хватит, да? Хватит. Ну, еще немножко. Пускай она побухнет, набухнет, будет больше ее. Вкуснее. Так, теперь что мы делаем? Все это дело закрываем. Давайте я, наверное, в сторонку, да? В сторонку. Ой, какая горячая-то, а, слушайте. Что тут я уже налил. Вот так вот. Закрываем и эту чашку закрываем. 3 лапши у нас на дегустации. Ролтон. Вот такая вот острая куриная лапша по-домашнему. Все куриное. Куриное пробуем. Потом бизнес-лач. Лапша яичная со вкусом ароматная. Я попутал. Ё-моё, блин. Ай, боже мой.
Или это курица? Короче, я вот эту взял, оказывается, говядину. Ну ничего страшного, сейчас мы переделаем. Там же была, да? Куриная. Сейчас я ее возьму. Говядина тоже. Видите, а где куриная-то была? Хреном была куриная. Вот она куриная. А как так я просек? Вот она куриная. Давайте. Со вкусом курицы. Бизнес-лач. А это говядина. Я спутал. Так, давайте еще берем. Так, а теперь такой тарелки у меня нету. Что мне делать? Придется вот такую тарелку. Синенькую использовать. Вот такая вот есть. Так, берем ее. Два лайчочка, шикарно. Все ради вас стараемся. Пробуем, дегустируем лапшу. Кажется, я спутал. Ё-моё. Так, все высыпаем. Так, пока у меня там вода не остыла. Вот это точно куриная. Поэтому вот в чем дело, а. Та говяжья, этот цвет, она получается изменила у нас. Вот эта говяжья, я ее сейчас уберу в сторонку вообще. Подальше куда. Чтобы она не мешалась. Так, и вот эти вот все мы здесь. Так, сейчас я буду заливать. Ну, короче, вот это у нас получается бизнес-ланч куриный. Кипяточком заливаем. Так, нормалек, да? Больше не надо, да? Больше не надо. Больше не надо. Слов. Больше не надо слов. Так. Тарелка гляну, что-то помолили. Хорошо на кухне вот так вот готовить. Все под рукой, да? И посуда, и умывальник, и плитка. Не умывальник, а как это? Раковина, да? Раковина. Так вот мы все это дело помыли и закрыли. Так, теперь что мне надо? Такой есть таймер. Таймер. 5 минут там было написано, да? Ну, а мы 10 минут заварим. Тинь. Пошел старт. Все, время пошло. Все лишнее убираем. Вот таким вот образом. Пока заваривается. Смотрите сами на часы. Как вот так вот как-нибудь поставить в сторонку пока. Убрать. Вот так вот. 9 минут. Вот осталось времени. 9 минут. Так, одну лапшу я уберу отсюда вообще. Блин, у меня горячая стала. И уже сложно. Ладно, я вот так вот ее таким образом. Ну, запах такой, сами понимаете, да, какой? От лапши такой специфический. Так что... Так, что там у нас? Пролилось что-то, да? Пролилось. Надо все это убрать. Лишнюю водичку. Чтобы было чисто и аккуратно. Чтобы было чисто и аккуратно. Так, а пока все это заваривается, мы с вами полистаем журнальчик местный. Местный журнальчик полистаем. Так, стойте. Не помещается у меня тут ничего не помещается. Ай-яй-яй, какое горячее. Все горячее. Так, надо вытереть. Нормально, да? Еще вот тут, да? Вот, да. Так, 28 число сегодня. Кто не знает, вот такой вот журнал мы с вами почитаем
Бортовой журнал «Полярные авиалинии». Июль-август 2021 года. Полярные авиалинии. Тут у нас цветочки вот такие вот изображены. В сторонку все это. Открываем его. Так, все-таки эти тарелки мне мешают. Они нормально. Кот. Что тебе кот надо, а? Опять он меня цапает лапами. Че? Че надо? Ревнуешь меня? То, что я с кем-то общаюсь, да, в интернете? Ну, ты молодец. Так, бортовой журнал «Полярные авиалинии», июль-август 2021 года. Вот символика полярных авиалиний. Это у нас журнал такой выдается на самолетах вот этой компании «Полярные авиалинии». Так, что мы видим? Реклама магазина «Оригинал». Затем обращение гендиректора полярных авиалиний Семена Винокурова. Вот он тут рассказывает. Я привит. 5%. Мы тоже в инициативу по массовой вакцинации заплатили. Я привит. Ах ты, смотрите, если привился, 5% скидка на регулярные маршруты авиакомпании. Получить ее смогут пассажиры, получившие прививку. Ага, так. Так, что дальше? Это забавно. 5%. Ну, к сожалению, полярные авиалинии у нас в Москву не летают, там в Крым не летают, в Сочи не летают, поэтому они тут на внутренних маршрутах и, к сожалению, они не летают туда, на внутренние маршруты. Так, буллинг, UFS, инвестировать. Так, ну это содержимое, да. Какой, кстати, тираж этого журнала? 999 экземпляров. Дата выхода 1 июля 2021 года. Распространяется бесплатно. Видали, да? 1000 экземпляров даже нету. Так, здесь что у нас? Реклама идет. Культурно-просветительный комплекс Улу-Тогой. Где он находится? Покровский тракт, 33 километров, поселок Старая Табага. Пожалуйста, там можно провести время. Такие домики, шатры. Значит, ну вы туда с группой выезжаете и, соответственно, там проводите время свое. Что ждет? Так, мангал, банкетный зал, вип-зоны, шатер для корпоративных мероприятий. Вот таким вот образом. Электронная почта, потом этот Инстаграм и телефон нужно проводить. Сейчас это все больше и больше популярностью такие площадки пользуются. Когда наступит конец пандемии? Так, вот это местные врачи, значит, делятся своими мнениями, да? Вот это, значит, соответственно, главный инженер Саханефти. Так, это кто? Директор медклиники Аврора. Так, депутаты даже тут у нас. Сусана, блогер, журналист. Вот они все своим делятся мнениями, когда все это. Что смотреть на стриминговых платформах? Ну, это получается Винк, еще какие там есть у нас, ну, где фильмы, там передачи и так далее, телевидение, вот это там стриминговые платформы, вот такие фильмы. What if? Ходячие мертвецы, смотрите, 11 сезон вышел. Да. Это можно посмотреть, конечно. Но так, у нас такая большая фотография здесь, прямо на разворот.
Это, что пытается запустить змея и запуталась леска, да, я так понимаю. Так, далее. Товарища видим здесь в галстуке, в очках. Архитекторам приходится выкручиваться. Вот статья на тему чего-то там. Вот они, смотрите, делают такие какие-то проекты, строят сейчас по городу. Новые места отдыха для горожан. Вот в частности, где Талое озеро там сделано, да. Что-то он тут пишет. Общественный транспорт. Так, время-то сколько у нас? Время еще есть. Пока время заполняем, вот листаем журнальчик. Полярные авиалинии. Бортовой журнал самолета, он, короче говоря. Так, и, конечно же, статья летчиков, да? Сергей Крючков. Любить свое дело, быть увлеченным. Первые полеты Чебурашка совершил. Делается Л-410 Чебурашка, да? Еще во времена СССР он какой-то чехословацкий или какой Л-410 был. Так, вот она такая вот, да? Анатолий Крючков, Л-410 Чебурашка. Вот даже имя назвали Крючкова. Представляете, да, на самолете написали. Он такой симпатичный, смотрите, двухвинтовой. Небольшие расстояния, как раз вот для Якутии. Куда-то лететь там на небольшое расстояние он как раз, да. Даже на больше. Я, кстати, ни разу на нем, на этой Элке не летал. Хотя летают они давно, еще со времен Советского Союза. Так, авиабилеты дешевле без сборов быть не может. Экономь до 6000 рублей. Так, и вот мы что видим? Сколько билет стоит? Вот с Якутска смотрите, на Батагай 15 тысяч рублей, да? С агрегатором 15600, официальный сайт Поляр Аэро 15 тысяч, а у агента дорожает на 1000 рублей целых. Вот видите, да, то есть выгоднее брать на официальный сайт. До Белой горы с Якутска билет стоит на самолет 26 680 рублей. Вот до Белой горы, то есть такая цена. До Верхневилюйска 15 500 рублей. Все, время у нас, да? Время. Давайте, я пока выключу его, да, немножко про цены. Интересная тематика. До Вилюйска 15 100 рублей. А если через посредника брать, 16 690 рублей. Насколько дорожает билет? Он где-то на 3000 дорожает. Представляете, да? Так, до Депутатского 19 800, до Жиганска 15 690, до Зарянки 22 830 рублей билет стоит, до Ленска 16 800 рублей, до Момы 18 880 рублей, до Нерюнгри 12 750 рублей стоит, Нюрба 12 600, до Оленька 21 130 рублей, до Полярный 14 190, со Скалах 29 640 рублей. А если, значит, брать у агрегаторов, то до Соскалаха стоимость билета 31 696 рублей. До Сакырыра 20 040 рублей, Среднеколымска 27 150, до Сунтар 13 400, до Тикси 23 680, для Усть-Куйги 22 730, до Черского. Вот это самый дорогой перелет до Черского, самый дальний у нас поселок, 34 800 рублей. А если через агрегаторы, 34 984 рубля. До Чекурдаха 24 050,
до Алдана 18 650, до Усмая 14 250, до Сангара 11 550, до Хандаги 19 800 рублей. То есть, вот если в Черский слетать, то надо 35 тысяч рублей в одну сторону на одного человека. То есть, если туда-сюда вы захотите слетать, то вам надо 70 тысяч рублей на одного человека. Вот так. А там же люди еще живут, которые ездят летом на море. То есть это вот им надо долететь сначала до Якутска, это 34 800 рублей, да, плюс потом еще билет от Якутска до, допустим, Анапы там с пересадкой, сейчас прямого нету. У нас, значит, еще там 1050, да, то есть получается 35 плюс 50. Сколько будет? 85 тысяч в одну сторону на одного человека, чтобы вот с Черского улететь, это если вы за собственные деньги летаете. Вот такие у нас цены. Ну, Polar Air покупайте, даже приложение можно, да, через приложение Полярные авиалинии. А вот субсидированные билеты есть. Да, поэтому тут особо не полетаешь. Так, еще нам давайте посмотрим, что у нас стало с 10 минут. На 5 минут я дольше лапшу заваривал. Кушать охота. Ой, горячо, горячо, горячо. Все горячее. Так, давайте сначала открываем вот эту вот. Это получается у нас бизнес-ланч. Лапша яичная со вкусом ароматной. 5 я не ту коробку взять. Вот это лапша яичная со вкусом тушеной курицы и луком. Вот она. Вот это вот у нас получилась. Вот она такая. Она, наверное, надо помешать, да? Так, ладно, дальше откроем. Опс, вот это точно. Вот эту надо точно поменять. Это у нас самая шикарная лапша Ролтон по-домашнему. Острая куриная. Так, и вот эта лапша Петра. Курица. Все понятно, да? Все разобрались. Так, теперь надо взять вилочку. Не одну вилочку, 3 вилочки, да? Поскольку 3 лапши, 3 вилки надо. Давайте перемешиваем. Ну, смотрите, 10 минут заваривал. Нормально, в общем, да? Разварилось. Видим здесь добавку. Вот это, значит, то, что в пакетике было. Какие-то, значит, приправы. Зеленая сушеная зелень. И надо, соответственно, все это перемешать нам. Вы все знаете, что чем больше она лапша стоит, тем она делается больше в объеме. То есть она начинает впитывать в себя все вот это дело. Так, ну ладно, я все перемешал. Вот у нас какая она длинная, видно, да? Лапша. Дальше. Вот эту перемешаем лапшу. Вот такая тоненькая. В принципе, тоже вкусная. Это Петра. Так, о, она хорошо как разбухла у нас. И затем мы вот эту лапшу перемешиваем. Бизнес-ланч от шефа. Вот это что-то не очень сильно разбухло. Ну, ее на 5 граммов меньше, как бы, да? Но она
меньше, чем вот это вот поднялась. И цвет у нее, у этой более желтый как бы цвет, да, хотя это яичная у нас. Хотя это яичная. Так. Ну что, давайте пробовать. Пока я без сосиски. Хочется сосиску зажарить еще на сковородке. Так, давайте вот с этой начнем, с бизнес-ланча. Бизнес-ланча начнем. Оценим ее вкусовые и органолептические. Блин, мотал, она вся. Что ее лучше этими палочками брать. Кстати, есть палочки, почему бы и нет, да? Если есть палочки. Ну вот от суши такие палочки остались. Суши. Не суши, а как она? Роллы от роллов. Вот такие палки. Открываем их. Какая она... А, вот здесь вот. Опа, написано. Вот с этой стороны надо открывать все. Нормально. Палочки. И давайте ими попробуем. Ну, такой вкус, конечно, не супер. Такой, даже, сказал бы, не хватает специй вот здесь вот. Даже бы не сказал, что какие-то специи. Ну, курица вроде бы есть, но она такая неявно выраженная. Так, еще давайте. Для оценки. В меру соленая, в меру перченая. Ну да, она такая как бы безвкусная. То есть, если вы просто хотите поесть без особых специй, то вот эта вот лапша бизнес-ланч, да, она вам вполне подойдет. Ну, а есть немножечко этот, как он называется, перца, да. Давайте я сейчас бульон попробую. Нормально вкусный бульон, кстати. Такой, в меру. Так, теперь пробуем вот эту вот. Сюда, это сюда. Так вот будем переставлять с вами. Так, где палочки? Палочки берем. Ими, кстати, удобнее лапшу есть, чем вот этими вилками. Ее просто взял, вот так вот подцепил, накрутил, да. Вот она, кстати, толще. Смотрите, она толще. И сейчас мы заценим. Блин, ё-моё. Так, беру. Ну, тоже она такая, она даже еще меньше перченая. Но она, в общем, вкусная. У нее такой как бы молочный вкус даже, я бы сказал. Вот у этой Петры. И она, смотрите, как хорошо разбухла. Просто замечательно разбухла. Нормально, вкусно. Так, теперь попробуем бульончик на вкус. Прелесть, слушайте. Ой, вкусняшка-то какая, а? Ну, тоже перченая в меру, в меру. У них, кстати, вкусы похожи. Довольно похожие, что у Петры, что у бизнес-ланча. Вот сейчас еще раз покажу. Вот это у нас Петра, курица, а это
Бизнес-ленч, бизнес-меню. Тоже курица. С луком написано. А где тут лук? Что-то не видел вообще. Оба похожи по вкусу, но вот эта Петра, она более такая, получается, у нас разваристая получилась, более круглая такая, более толстая, а это менее толстая. Менее. По объему, значит, получилось, вот если сравнивать, да, вот эти две у нас упаковки, одна 45, вторая 50 грамм, ну, примерно одинаково, даже Петра чуть больше, но я на 5 грамм больше. Так, теперь пробуем вот эту нашу царскую лапшу. Ролтон. Острая куриная лапша по-домашнему. Короче, 2 пакета с острым перцем. То все, блин. Даже с курицей. Так, берем вилку эту, выкладываем. Так, ну вот это потолще, конечно, яичная лапша. Мы видим здесь натуральные овощи сушеные. Даже где-то тут курочка была. Курочка была. Давайте намотаем. Да, вот этими палочками работать чаще, тогда будет как-то удобнее браться. А то это самое, палки лежат, а не едим. Замечательный вкус. У него такой нежный, яичный вкус. Чувствуется, вот морковка есть, ага, тут лучок, чесночок, там специи, тут то все, ага. Вообще замечательно. Вот эта лапша, конечно, она вкуснее. И по объему она примерно в 2 раза где-то так больше, чем вот это вот. Так, еще одну. Как раз вот 10 минут, по-моему, не меньше надо для лапши, чтобы нормально она у нас заварилась, а не была такой этой самой. Так, теперь давайте оценим бульончик на вкус. Ой, какая вкусняшка-то. Вообще обалдеть. Слушайте, обалдеть. Все вот это вкусно. Вкусное все, я не знаю. Не знаю, даже вкуснее, чем вот это. Когда делаешь лапшу, варишь обычную лапшу, даже вкуснее. Так, я сейчас что хотел еще сделать? Что я хотел сделать? Я еще хотел сделать... Сегодня какое число у нас? 28-е. Видали, такой календарь был раньше? Вот у него так вот переворачиваешь, здесь цифра меняется. 27-е, 28-е, 27. Смотря в какую сторону крутишь, вот так вот, да? Вечный календарь 25. Вот, а там эти падают. Кстати, производство вот Харьков, еще Советский Союз. Ну, она вообще древняя штука. Единственное, что здесь вот эти потерялись. Месяц какой. Ну, а вот тут еще день недели. Так вот поворачиваешь. Допустим, сегодня среда, 28-е. Так поставил. Июль. Куда-то выпали, потерялись вот эти вот штучки. Так, вот такой вот винтажик небольшой вам показал. Раритет. Сейчас, может, делают, но уже, конечно, не того качества. Так, я хотел сосисочки еще поджарить. Сосисочки. Вот делайте сосисочки. Такие вот сосиски. Вот, сейчас я вам покажу. Я отрежу. Отгрежу. Вот такие вот сосиски. Местной фабрики Хатуаз. Сосиски сливочные, ГОСТовские. Но они действительно такие вкусные, да, как бы. И стоят они 290 рублей. 290 рублей за килограмм. Так, давайте я 2 сосиски отрежу. Так, 2 сосиски и 2 сосиски останется. Вот кот сразу встал. Почуял, да, вкусняшки. И
сразу напрягся. Так, мы сейчас их, что мы с ними сделаем? Мы сейчас с ними их порежу. Они замерзлые у нас, поэтому я возьму ножик и вот таким вот образом. Ух ты, встала. Главное руки себе не обрезать. Упс. Вот. Унюхал, а? Вкусняшки. Но я с тобой поделюсь. Так, берем ее, зачищаем. Потому что я хочу поджарить, чтобы она такая была. Опс. Так, пока сюда положу. Ничего страшного, да? И теперь еще вторую сосисочку. Сейчас мы ее подрежем. Так, главное все руки не обрезать. Да? Так, берем. Так. Кстати, в Якутске сегодня дыма нету. Замечательно. Вчера вечером был дым. Был дым. Так, сейчас я возьму сковородку. Ой, почуял. Так, вот такую вот сковородку. И сейчас я на нее положу эти сосиски и буду жарить. Ну, обжарю сверху, чтобы так, еще масло нам надо. Масло не жалей. А где масло, да? Где масло? Какое пойдет масло, нет? Вот такого холодного отжима, горчичное. Что-то я не вижу этого масла. Кончилось, что ли? Нет, это подсолнечное. Точно нет масла. Так, а что тогда использовать, а? Такое вот еще есть льняное масло. Ну, на нем поджарить. Не рафинированное, кстати. Он будет с запахом. В чем плюс вот этого масла или такое рыжиковое масло есть? На рыжиковом поджарить, что ли? Дневное. Кстати, вот это масло можно даже с омега-3 вот так можно ложкой. Так, а где еще-то было масло? Люди добрые, где? Я не купил. Масло я не купил. И что теперь сделаем? Так, в холодильнике. В холодильнике есть вот это вот масло. А вот такое горчичное масло есть. Вот такое. Наверное, я на нем сделаю. Не рафинированное. Менее вонючее, по-моему. Так, все. Ну, придется, значит, завтра идти в магазин за подсолнечным маслом. Так, спички вот так вот мы зажигаем. Опс. Ветерок. Я включил этот самый вентилятор, чтобы немножечко было, ну, воздух, чтобы ходил. У нас 20 градусов за бортом тепла, естественно. Ну, температура комфортная. Хотя если на солнышке стоять, то, в общем-то, не очень, да? Припекает на пригреве, начинает печь. Так, все. Да, все масло истратили. А я и не посмотрел. Так, давайте будем жарить все. Так, огня поменьше. Ну да, от горчичного масла, когда вот его жаришь, его, наверное,
Оно не рафинированное, холодного отжима. И вот начинает с него такой запах какой-то интересный появляться. Начинает запах. Так, ну давайте. Так, приходится стоять. Вот здесь вот. Так бы я с вами, конечно, почитал бы. Дальше журнальчик полистал, но хочу обжарить равномерно сосисочки, поэтому приходится стоять и вот так вот. Кстати, давайте с вами новости какие-нибудь обсудим. Сейчас я еще один телефон принесу. Так. Так, вот есть телефон у нас еще, и мы сейчас на нем новости. Так, Яндекс новости. В России внедряют раздельный сбор мусора. Так, давайте местные новости. Где новости? Новости. Якутии. Вот новости Якутии. Запускаем. И начинаем читать. Надеюсь, меня нормально слышно, да? Всем слышно. Так, я обжариваю макарошку из, господи, как они называются, сосисоны обжариваю, поэтому тут приходится стоять, лететь. Так, актуальные новости. Так, включаю. Блин, куда я нажал-то, а? ИКТ.ру. Так, власти Якутии рассматривают возможность возврата ранее действующих ограничительных мер по коронавирусу. Это связано со значительным ростом количества заболевших. То есть все собирается ужесточить. Опять, ё-моё. И так мы тут в масках все ходим. У нас, кстати, вот в Якутске соблюдается более-менее этот масочный режим, чем в других вот городах России. Потому что вот я где был, там в Крыму в частности, там вообще не соблюдается. Вообще люди все без масок. У нас есть, все ездят в масках. Ну большинство людей в масках в автобусах ездят. Так, Путин поручил начать школьные выплаты досрочно со 2 августа. Вот по 10 тысяч на ребенка. Значит, кто там через госуслуги заявление написал или автоматом там, значит, заполнилось у вас, получат по 10 тысяч со 2 августа. Так, Минэкологии Якутии. Якутск вновь может накрыть дым от лесных пожаров. Да, это нам не надо. Так, на реке Индигирка, Якутия, продолжается повышение уровня воды в зону подтопления, попадая в село Борсасы. То есть опять топит кого-то. В Сунтарском улусе на реке Вилюй течением унесло подростка. О, боже мой. Да, вот это, кстати, купаются на реках и постоянно люди тонут. Ну, не рассчитывают, я не знаю, там течение, это невозможно вообще течение, конечно, преодолеть никак. Это и у взрослого может не получиться. А если подросток или женщина, или ребенок, тем более, и постоянно вот люди тонут у нас. Власти Якутии рассматривают возврат ранее ограничительных мер. Так. Закладчик из Якутска получил 12 лет колонии особого режима. Ничего себе. За сбыт наркотиков заплатили около 16 тысяч рублей. Да, вот эта тема у нас есть, оказывается. Якутии придется закупить почти 93% тысяч тонн сена в других регионах Дальнего Востока. Вот это все из-за пожаров, то из-за сухости вот этой вот, то, что сухо, понимаете, да?
сухо, там трава плохо растет или сгорела. В прошлые годы там где-то даже сгорало вот это вот, то, что накосили, это сгорело, короче говоря. Были большие убытки для животноводов. Жительница Нерингри, о господи, ладно, не буду читать, это криминал. Против алкоголизации население 203 микрорайон просят признать территории трезвости. Смотрите, как у нас. Видали, да? Против алкоголизации население 203 просит признать территории. То есть новый район, вот этот, который на намывных песках построен, да? Вот его фотография, кстати, вот видно, да? Где-то я снимал. Должен быть ролик. В прошлом году я снимал. Так, все, по-моему, тут выключаем. Выключаем это дело. Все уже поджарилось. Сейчас я вам покажу, какие они симпатичные сосисочки стали. Так, и что мы читаем? Жители 203 микрорайона, узнав о намечившемся открытии на цокольном этаже 30-го корпуса бара под названием «Пивчик», забили тревогу. Ух ты! Пив-бар хотели открыть. Мы против алкоголизации населения на цокольном этаже дома номер 30, 203 микрорайон. Открывается пив-бар прямо у входа в жилой подъезд. Во дворе есть детский садик, в 20 метрах детские площадки. Экстренно собрали небольшую команду активистов и пригласили административную комиссию участкового. Все жители против этого. Но закон им не запрещает открываться, написал на своей странице в инстаграме актива жителей Вадим Руфов. Вот, короче, люди протестуют, значит, бьют колокола. Ну, конечно, да, то есть, если, не дай бог, у нас вот где-то рядом с жилым домом будет пивнушка какая-то, такая вот. Это будет просто для жителей кошмар. Потому что вот эта пьянь, она будет всю ночь шарахаться и мешать жителям. Они будут заходить в подъезды, они будут там ссать, гадить, кругом мешать, и, соответственно, окружающим людям опасность даже возникает из них. И часто драки вот в этих питейных заведениях, они нажираются и потом бьют друг другу морду. Я вот это часто видел, поэтому у нас вот эти питейные заведения, все, их надо куда-то подальше, за город убирать. Вот такие сосисочки вкусные, молочные, местной фабрики Хатуаз я пожарил на сковородке. Вот и гриля не надо, в общем-то. То есть вот так вот просто берете, обжариваете. И давайте сейчас с вами перекусим. Так, эту я лапшу убираю. Всю, пускай остается у нас. Потом ее разогрею. Будем вот это вот кушать. Так, что тут не хватает? Кетчупа, да? У меня кетчупа нету. Кетчупа нету. Да, поэтому правильно они забили в тревогу, поэтому что не дай бог появится пивнуха, то все, капец жителям этого района. Жизни у них толком не будет. Так, попробуем сосисочку. Вот такая вот сосисочка молочная. Шикарно. С лапшой вот этой вот. Роллтон яичная. Вообще бесподобно. Поэтому, если у вас есть сосиски, лапша, заваривайте, тоже подключайтесь к трапезе. Так.
Так, ну давайте еще кофеек сварим. Кофеек сварим. Так, а где у меня было кофе? Надо же с кофейком, да? Хотя сейчас время у нас 23 часа 15 минут. Но я особо никуда не тороплюсь, поэтому могу подольше посидеть. Так, а где кофе-то, а? Кофе. О, кот подошел. Давайте я коту тоже сейчас кусочек колбаски дам. На, иди сюда, иди. На, положи у тебя. Так, кофе. Кофе надо. В зернах. Да? Зерновое кофе. Так, вот что у нас есть. Вот такой вот кофе. Здесь одно, ну, большая пачка крем итальяно. Такой вот кофе in grani special line. Вот такой вот кофе, да. Но это все не молотое кофе, конечно. И есть вот такой вот кофе. White blend. Такой тоже Дон Кортес кофе. Итальянский тоже кофе. Белый кофе. Давайте белый кофе сварим. Вот это вот кофе. У него даже упаковка белая. White blend. Видно, да? По-английски, кто понимает, переведут. Белый кофе, это у него название такое. Оно не белое, оно черное. Так, я использую, короче, кофемолку электрическую. Для этого мне надо насыпать на кофемолку кофе. У нас мелю столько, чтобы хватило как бы на пару раз. Потому что долго его нельзя, чтобы оно стояло, потому что выдыхается измельченное. Поэтому непосредственно прямо перед варкой включил я на измельчение. Так, все. Сейчас зерна перемолол. А какие зерна вам, наверное, интересно, да, показать? Вот такой вот кофе. Вот видно, да? Вот я его сейчас в электрической кофемолке перемолол. Вот оно. Очень вкусное, ароматное. White Blend. Италия. Дон Кортес. White Blend. Белый кофе. Такой особый сорт кофе, но готовится. Ну, почитайте в интернете, кому интересно. Можете взять и почитать, что оно из себя представляет, белое кофе. Так, вот измельчили. Вот, смотрите, сколько его. Тут даже не на один раз, а на пару раз хватит. Кофейку приготовить, ну хватит, да? Мне одному больше и не надо. Так, далее. Котярник, ты тут расселся, конечно. Давай-ка в сторонку немножко отойди. В сторонку. Давай-ка в сторонку. Так. Теперь мне надо, что мне надо? Так, включить
Делонжи кофе, значит, кофеварку. Так, это я сюда. Сейчас мы воды сюда нальем. И потом воду эту нальем внутрь кофеварки. Ну, столько воды. Кстати, тут 2 человекам вполне хватит этого кофе. Большая такая получается вот эта вот доза, как бы, да, кофе. Так, вливаем. Закрываем. Так, и включаем. Сейчас вы услышите, как кофе будет закипать. Ну, а пока с вами перекусим. Так, что-то тут крошек, да, нафига стало грязь. Пока с вами перекусим. Голодный сегодня, полдня не ел. Отлично. Так, и что еще там дальше у нас пишут в наших новостях? Так, то есть то, что они против того, чтобы и них пивнушку организовывали. Иркутск накрыл дым от лесных пожаров, действующих в Якутии. Вот видите, да, тайга горит. Что пишут они? Дым от лесных пожаров, действующих в Якутии, во вторник накрыл Иркутск. Иркутск. Ничего себе докуда. До Байкала. Превышение предельно допустимых концентраций вредного вещества в воздухе не зафиксировано. Интересно, как накрыл. Иркутск и еще 18 населенных пунктов Иркутской области попали в зону задымления от лесных пожаров, действующих в республике Саха-Якутия. На утро 28 июля задымление наблюдалось на территории всего города. В Якутии горит свыше 1 миллиона гектар леса. В республике действует режим чрезвычайной ситуации. В Иркутской области лесные пожары зарегистрированы на площади 11 тысяч га. Ну, короче, я вам не дорассказал. Вчера же вечером у нас тут такой дымина был жуткий. Вообще, вот в это время вообще все было в дыму. Жуть просто. Ох. Ну, я даже закрыл форточки, тут поставил очиститель воздуха. Вот, кстати, сейчас кофе запил. И так спал, короче. А на утро вышел, и дыма нет. Свежо, раздуло. Так, как кофе готовится. Слышно, да? Как оно начинает. Набираться. Сейчас такой звук будет. Слушайте. Как будто ракета взлетает. Все. Все. Видны все сообщения. Да, странно, что-то никто не пишет ничего. Полтора часа я уже тут веду стрим по вот этой еде дешевой, лапше, желтом Петра. Ну, нормально все, вкусное такое. То есть вот этим можно вполне наесться. Так, все.
Кофе у нас сварилось. Надо кофеварку вылить. Смотрите, какой кофе. Большая получается такая чашка. Видите, вот это вот с подстаканником. Так, и молочко. Молочко и сахар. Сейчас молоко вкуснее. Есть сгущенка, но сгущенка она как-то не очень. Ой. Подливаем молочка. Нам хватит, да? И теперь сахарку. Кстати, вот сколько, смотрите, осталось еще на пол чашки здесь кофе. Так что можно пировать, допировать еще. Так, а где сахар? Вот он, сахар. Такая вот сахарница. Вот там застыл. Так. Раз, два, три. Это не чайная ложка, а меньше здесь. Короче. Это меньше. Размешаем. Не, мало сахара. Тут совсем по капельке он высыпает. Это хорошая штука, кто не хочет лишний вес набрать. Кот сидит рядом, смотрит. Ну что смотришь-то? Я тебе сосиску положил, давай иди ешь. Так, попробуем. Ну, теперь нормально. Теперь нормально. Все, давайте дальше продолжим трапезничать. Трапезничать, как правильно? Трапезничать. Порежем сосисочку. Интересно, говорят, по каким-то правилам якобы нельзя такие острые предметы вот в ютубе. Не знаю я. Я просто разрезал сосиску, я же ничего там не делал. Так, дальше. То есть Иркутск накрыл дым лесных пожаров. Аляску накрыл дым лесных пожаров с Якутии тоже. Представляете, да? Какие масштабы? Так, помочь может каждый. Добровольцам АЭП рассказали об участии в тушении пожара в Горном Улусе. Так, то есть добровольцы уже тушат. Так, в СУЗы Якутии поступило около 13 тысяч заявлений. Средние специальные учебные заведения, да, которые готовят специалистов среднего звена, 13 тысяч заявлений. Вот у нас несколько учебных заведений, СУЗов у нас. Так, наиболее число заявлений 1811 поступило в Якутский медицинский колледж. Самым востребованным специалистами, которые можно получить, имея аттестат об окончании только 9 классов, стали автомеханик 115 заявлений, повар-кондитер 239 и специалист в сфере дошкольного образования 259 заявлений. Так, среди направлений, для которых нужен документ об окончании средней школы, наибольшее количество заявлений получили преподавание в начальных классах. 413 заявлений, лечебное дело 682,
Сестринское дело 747 заявлений. Всего же на 21-22 учебный год по программам среднего профобразования запланировано создание 6362 мест. Подать заявление на поступление можно на портале образовательных услуг Якутии, научный форум до 15 августа. Все интересные вопросы можно задать специалистам горячей линии. То все. Так, далее, что там пишут-то у нас? Путь к дому. В Якутске пройдет акция помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Да, ну никто, конечно, не должен зарекаться от суммы, от тюрьмы, как говорится, да? Где эта акция? А вот где Хатей. Смотрите, Хатей. Это напротив, значит, крытого рынка в рабочем городке. Права человека. То все. Путь к дому. Акция, направленная на оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизнь без определенного места жительства и работы. Ну, короче, бомжей по-нашему, да, которые вот на улице по помойкам шарахаются там, которые ведут асоциальный образ жизни, в том числе для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В 2020 году акция «Путь к дому» не проводилась в связи с ограничительными мероприятиями ковида. По итогам, смотрите, оказывается, много их, за помощью обратилось 642 человека. Видали, да? Фокусируется. Много устроились на работу разнорабочими в сельском хозяйстве, рабочими в магазинах, в самих реабилитационных организациях и даже на станцию скорой помощи. Некоторые вернулись в семьи, уехали обратно к себе в районы и улусы. Многим удалось оформить пенсию, восстановить паспорта, СНИЛС, ИНН, аттестаты и другие важные документы. Отмечается, что очередная акция пройдет с 10 до 17 часов около кафе «Хатей» по адресу улицы Федора Попова, 8/1. Пришедшим будут оказаны медуслуги, будут работать фтизиатр, терапевт, нарколог, будет проведен сбор анализов крови, флюорография и другие. Также будет организована раздача горячего питания, определение желающих реабилитационной организации, восстановление документов и прочее. Вот такие добрые дела. Так, что там еще? Прочитаем. Ух ты, смотрите, почти 500 жителей пострадало от укусов собак с начала года Якутска. Вот я без вранья, смотрите. Почти 500 жителей Якутска пострадало от укусов собак с начала года в городе. Вы представьте, 500 человек. С начала текущего года от укусов собак пострадало 485 человек. Сообщает пресс-служба Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной помощи. В 251 случае виновниками были домашние собаки, в остальных 234 бродячие. Офигеть, даже домашние больше кусают. При укусах животных необходимо экстренно обратиться в медучреждение, так как присутствует риск заразиться бешенством от больной собаки. Эта болезнь неизлечима и летальна, если вовремя не получить антирабическую вакцину. Очень важно как можно скорее, главное, правильно обработать рану и ввести вакцину. При укусах животных требуется введение специального антирабического иммуноглобулина. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 1172 обращения в травмпункт. Вот это в 2 раза меньше в этом году. Представляете, да? 485, а в прошлом 1172 человека. А сколько еще не обратились в травмпункт после укусов, да? Вы представляете, какая ситуация с собаками?
Это вообще жуть какая-то. Ладно, давайте дальше перекусим. Перекусим, кофеек попьем. Вы тоже там берите кофеек, сосисочки, лапшу. И что такое, а? Ну давай, отлетай. О, отлетела. Они когда так вот обжариваются на сковородке, так мне больше нравится. Хотя вроде бы говорят, что вот это поджарка, это вредно все там, то все. Ну, оно как-то вкуснее. Типа как на гриле. Ну и, конечно же, лапшу ролтон яичную обязательно. Шикардос. Кстати, смотрите, какую интересную штуку с Крыма привезли. Это в Алупке, где Воронцовский дворец, вот такие львы есть. Вот это копия вот этого льва одного, который на лестнице находит. Кто там был в Алупке, знает, в дворце ходил. Вот такой лев, вот это вот его копия. Такая вот. Из глины или еще это сделано. Какой-то материал специальный. И еще сувенирчик вот такой вот. Ласточкино гнездо. Вот. То есть вот оно вот в таком вот виде. Сделано тоже из какого-то материала. Кстати, эти материалы похожи, что это лев, что это ласточка тоже. То есть вот здесь можно со всех сторон ее разглядеть, как она устроена. Такой вот макетик. Кто был, ее же, кстати, реставрировали. Этот замок, да? Замок, да, Ласточкино гнездо. Угу. Реставрировали, и теперь оно открыто, и даже вот вокруг, вот посюда, да, посюда можно проходить. Второй уровень не работает, да, а вот тут вот в этот можно зайти, там как музей внутри, что-то там какие-то экспонаты есть, и даже можно вот так вот вокруг, а раньше было закрыто. Закрыт был проход вокруг, а сейчас стал он открыт. Так что вот, кто будет на Ласточкином гнезде, вот обязательно сходите. Оттуда виды, конечно, шикарные. Вот такой вот сувенирчик. Кстати, что-то здесь написано. А, это год, когда была построена. 40 метров над уровнем моря. И 1912 год. Архитектор Шервуд. То есть 100, более 110 лет, да, уже этому произведению. Ялта написано, Ялта. Ну, хотя это большая Ялта, да, он в Гаспре находится. Мы туда, кстати, пешком ходили. Пешочком ходили. Так, давайте дальше перекусим. Берем сосисончик, пожаренный на сковородочке. И лапшичку. Ролтон яичная. Ну, она самая вкусная из того, что вот я сегодня заварил там. Хотя тоже та лапша Ролтон, ну не Ролтон, Петра и вот это Ролтон сейчас такой кушаем. Потом на завтра там разогрею. Петра вот такая вот. И бизнес-меню, бизнес-ланч. Ну, они тоже нормальные. Тоже нормальные. Там меньше травы, там морковки, там, короче. Ну, так тоже нормально, в принципе. Меньше там яиц. Поэтому они менее желтые. Ну, где яйца добавляют, там, естественно, более вкусная получается лапша. Ну, естественно, она более дорогая. Вот это 80 граммов пачка.
80 граммов я залил кипятком, и получилась вот такая здоровая тарелка. Чего? Кот сидит тут что-то. Ты лапшу, что ли, будешь? Кот. Че, я же положил тебе, он сосиску положил, там еще котлета вот это есть. Давай, иди ешь. Поговорить хочет, видать, с кем-то, да? Сегодня полдня не ел, поэтому голодный. Аппетит зверский. Зверский аппетит. 3 лайчочка, 2 смотрят, вообще шикарно. У нас радость. Дыма нету в городе. Вчера было, сегодня нету. Сдуло куда-то. Вкусный. Вот это белый кофе очень вкусный. Так что берите. Еще раз вам покажу. Вот это вот кофе. Если кто где найдет, его покупайте. Очень вкусный. Итальянский. Made in Italy. Видите, флаг Италии. Большая упаковка, килограмм. Я заказывал его, кстати. Я заказывал его с Вальбериса. Вальбериса там должен быть. Даже можно посмотреть, оно есть или нету его. Сейчас где-то у меня приложение же было, да? Так. Пароль надо набирать. Так. Приложение Вальберис. Вот есть, да? Вальберис. Интернет-магазин. Так, какой-то у меня даже товар там есть один. Так, набираем. Дон Кортес. Дон Кортез. Дон Кортес. Ищем. Дон Кортес. А, вот, смотрите, вот тут целая куча, но оно тут Red Blend, Gold Blend. А, вот есть Black Blend и вот White Blend. Белое кофе для белых людей. Нажимаем на него. Вот так вот оно выглядит. Так. Стоит килограмм кофе 1958 рублей. Смотрите, скидка какая. 3 494. Да, зачеркнуто и в 2 раза меньше цена. Кофе в зернах, арабика, вакуумная 1000 грамм. Угу. Тут даже люди покупали его и что-то фотки. Можно посмотреть фотографии. Ой, это кому-то пришло рваный пакет. Ну, вообще Вальберис хорошо упаковывают. Угу, вот, видать, неудачные как-то. Как кофеман с многолетним стажем скажу, никогда его не куплю более. Да, что-то я не знаю. Так, и что, один отзыв, что ли? 42 отзыва. Так, тут иногда бывают дурацкие, пишут специально. Хороший, однако в 20-й раз закажу на постоянной основе золотой аналог. Нам нравится эта марка в золотой упаковке с 10% робусты. Ну да, ну это уже такие, знаете, самый лучший кофе, вот пишет, да, рекомендую. Такие есть кофеманы, они, конечно, они постоянно чем-то недовольны, им что-то не так там. Кофе отличный, без кислинки, рекомендую. Да, мне тоже нравится кофе без кислинки. А то вот этот чибо, его как заваришь, оно какое-то кислое. Мне такой кофе не нравится, а этот нормальный кофе. Кофе вкусный, заказываю 2-й раз, но сейчас пришло без дополнительной упаковки. Так, бери, не пожалеешь. Так, ну это в процессе транспортировки что-то там. Все время заказываю именно это кофе. Всем нравится. Спасибо. О, видали, да?
Очень хороший кофе. Беру не первый раз. Вкус яркий, насыщенный, но без горечи, с легким шоколадным и ванильным оттенком. Очень приятное послевкусие. Мне именно такой нравится. Спасибо интернет-магазину. Туда-сюда. Очень вкусный кофе. То есть большинство здесь люди не расстроенные. Там есть, конечно, какие-то кофеманы с придирками. Они, ну, я их тоже не понимаю. Отличный кофе, цена и качество. Кстати, оно подорожало. Я его покупал что-то за... Сколько его? 1200, что ли? Или 1500. А сейчас оно уже по 2000 стоит. Вкусный, хороший. Самый удачный кофе, который мне попадался. Крепкий, вкусный. Кофе обжарка вычисления горчит. Достаточно плотный, но не кислый. Вот, не кислый. Ароматный кофе, размер зерен одинаков. Обжарка понравилась, рекомендую. Так, я заказываю этот кофе уже 100-й раз, и писать о нем отзыв даже странно. Для меня он очень вкусен, хотя о вкусах не спорят. Вот видите, да? Хороший кофе, ароматный, насыщенный, зерна, средний обжар, без кислинки. Для ценителей пить кофе без сахара замечательный вариант. Подходит для турки. Кофе с очень тонким и деликатным вкусом и ароматом. Покупайте и получайте удовольствие. Брала мужа на 23 февраля, долго выбирал на этом сайте. Вчера приготовили и остались оба довольны. Вкусный и ароматный кофе. Очень рада, что не ошиблась с выбором. Всем советую пробовать. Ну, кому-то тут не понравился, конечно же. Семья любит всю серию этого кофе. Самый любимый белый, 100%. Арабика и черный. Очень ароматный, просто вкусный. Беру второй раз, всем нравится. Не пережарен, темные зерна, вкус кофе, варю в турке. Срок годности, отличие второй покупки от первой. Нарисую сразу, название идет сюда. Кому-то не нравится. Ну, короче, большинству это кофе нравится. Вот по отзывам, там, где я покупал, вот это вот, ага, оно довольно вкусное. И мне тоже нравится оно без каких-либо привкусов, кислоты вот этой вот и так далее. В меру нормальный. Так, о чем мы там говорили-то? Так, это я закидываю. Какие новости? Про собак. То, что собаки кусают, ну, у нас, что их сейчас отлавливают, собак, их стерилизуют, чтобы они не размножались уже, их прививают и вешают на ухо им бирку. Бирку, такую пластиковую бирку, и когда такая собака, значит, в поле зрения видно, значит, что она привита и вакцинирована, и, в общем-то, таким образом, что они не будут размножаться. То есть популяцию собак в городе однозначно надо бродячих уменьшать, и вот таким образом они как делают? Поймают собаку, ее туда увозят в центр вакцинации и прививки животных. Там, значит, это все делают, какое-то время у них находится, потом ее обратно в город вывозят, и она там уже живет. Ага, таким вот гуманным образом они популяцию решили, значит, уменьшить, чтобы собака. А то в прошлом году более 1000 укусов зафиксировано только в травмпункте от собак по городу, а в этом году 500, в 2 раза меньше. То есть явно вот эти меры, они помогают. А что такое там? Опасно ходить. Мало того, что эти собаки, они еще и кусают, они еще и гадят, соответственно. Никто же за ними не убирает. И вот это все фекалии эти, господи, не при этом, да? Ладно, замнем эту тему. Давайте на другую тему переключимся. Давайте по новостям, что там у нас еще пишут. Почитаем. Ну давай, грузи.
Так, в эфире уже 2 часа. 0 смотрит, 4 лайка. Так. ЗАГС сможет регистрировать браки на дому и в медучреждениях. Ух ты, ничего себе. 126 пожаров действуют в Якутии. В Намском Улусе сгорел частный дом. Есть жертвы. Да, печально. Небо и воздух Якутска очистились. Показатели впервые не превышают норму. Ух ты. Так. Прокуратура проверит дело об экстренной посадке Боинг самолета, да, я так понимаю, авиакомпании Якутия в Симферополе. Да, что-то новенькое не слышал. И Южная транспортная, так, проверит Симферополь, авиакомпания Якутия, получил рейс по маршруту Внуково, Симферополь, то есть с Москвы он летел. Пассажирский Боинг, у которого были технические проблемы с одним из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя в 17:02. Да. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме согласно расписанию полетов. На борту находилось 165 пассажиров и 6-7 членов экипажа. Вот это да. Ну, техника есть техника, конечно, она. Так, Олимпиада вот здесь у нас, значит, и на спине, и на бревне. Россияне выиграли 3 золотые медали и 4-й день Олимпиады. Господи. Так, река Индигирка, это с севера Якутии разливается, да? Из берегов выходит. Якутск вновь возглавил список городов с самым загрязненным воздухом. Ощущается нехватка добровольцев. В Якутии продолжается набор волонтеров для борьбы с лесными пожарами. То есть желающие могут поехать там, наверное, и кормить, и зарплату какую-то будут платить. Так, в этом году на тушение пожаров в Якутии будет потрачено около 2 миллиардов рублей. Какой кошмар. 2 миллиарда рублей. Это вот на пожары. Представляете, да? А эти деньги могли бы быть истрачены на 2 миллиарда. Можно сколько настроить социальных объектов, да? Можно, я не знаю, там построить больницу, еще что-нибудь, не знаю, там какой-нибудь центр обследования какого-то, ага, значит. Ну вот из-за пожаров 2 миллиарда. 2 миллиарда рублей. Возбуждены 50 уголовных по несторожном обращении с огнем. Вот такие вот расходы. 2 миллиарда рублей только. Утвержден проект парка будущих поколений в Якутске. Так, Высший совет целевого фонда будущих поколений утвердил проект парка будущих в Якутске, сообщает. Парк будет построен на территории 2,4 га в периметре улиц Аюнского, Петровского, Белинского, Каландрашвили в Якутске. А, это где вот пустырь получается, да? Что это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. Территория парка спроектирована таким образом, чтобы горожане и гости столицы могли активно отдыхать с пользой, проводить время и участвовать в различных мероприятиях на открытом воздухе. Также здесь будет возведен молодежный центр, где будут обучать детей навыкам проектной деятельности, знаниям цифровых технологий, предпринимательским навыкам, soft skills, всему тому, что востребовано в 21 веке. Парк фактически будет школой развития личности, начиная от медиа, дизайна и заканчивая индустрией питания. И все это будет пронизано IT-технологиями, сказал гендиректор фонда Владимир Егоров.
Утверждение проекта дает старт для объявления в ближайшее время закупочных мероприятий на строительство масштабного объекта. Так, вот такой вот он, да, у нас. Смотрите, какой. Вот он, как раз там сейчас пустырь. И вот на место вот тут здание, вот такое, площадка там, соответственно, вот такая будет возведена. Так, закрываем. Ну, это позитивная информация, да, позитивная. На Транссибе полностью восстановлено движение поездов. Вот потому что из этих разливов рек, там, короче, мост какой-то в Читинской области, по-моему, подмыло мост. Вот это вот упала часть пролета туда вниз упала часть пролета. И таким образом вот эта транссибирская ветка, которая по территории Читинской области или Бурятии, точно не знаю, да, короче, вот поезда там не ходили. Представляете, да? Столько поездов там ходит каждый день. Так, вот такие вот новости у нас по Якутии. Давайте дальше доедим сосисончики, лапшичку, пока она окончательно не остыла. Кофеек. Замечательно. Замечательно. Так, сколько у нас время? Уже 12 часов, слушайте. Без 57 минут, что ли, 2 часа стримлю. Ну что, нормально? Тут даже на 2 дня хватит мне. Ну, не на 2, на 2 раза. На 2 дня-то не хватит, на 2 раза перекусить. Опс. Ну, здесь, смотрите, у нас лучок. Это морковка. Да, вот морковка, говорят, в 2 раза подорожала. А морковка — это у нас источник бета-каротина, да, который положительно влияет на рост, на зрение. В общем-то, морковка социально значимый продукт. И он должен быть обязательно быть в рационе детей, взрослых. Она взяла и подорожала. Ну, я понимаю, картошка, да, картошка, в принципе, картошка, если ее много есть, она вредная. А морковка-то такого нету. Сколько ты не ешь морковки, она только на пользу идет. А от картошки, если много картошки съешь, там живот начинает пучить, еще что-нибудь. Там много крахмалов в этой картошке. Поэтому последний кусочек колбаски доедаем. Поэтому от этого крахмала там проблемы в животе. Поэтому картофель надо вот ограниченно есть. Вообще.
Вообще бесподобно. Вообще бесподобно. Ну что, давайте дальше. Лапшу надо есть, я думаю. Да? Вам как кажется, надо дальше лапшу есть или не надо? Один смотрит, 4 лайка, замечательно. Все, наверное, убежали за лапшой в магазин. Самый доступный продукт, да, скажите? Вот он стоит, вот эта упаковка, я не знаю, то ли 20, то ли 30, то ли 25, то ли 30. Ну, короче, недорого он стоит. Зато смотрите, какая порция офигенная, большая. Ну, там говорят, что якобы всякая ерунда в нем, и он вредный. А сейчас везде. Сейчас везде. Тут хорошо, хоть на упаковках вот написано, да, состав. А вы возьмите колбасу или что-то, да, там вам ничего не написано. Хотя наложено тоже этой химозы целая куча. Хлеб покупаете, там что написано состав, что за дрожжи, там что за мука, там, ага. Никто не знает, что туда пихают. Поэтому здесь просто честно на этих упаковках пишут, что содержится. Поэтому мы знаем. А мороженое берете. Вы что, знаете, что туда положили, что ли? Ну, кто не знает. Что, я съел мороженое или нет? По-моему, я съел. Есть еще. Смотрите. Слопаем. Давайте с вами слопаем вот такой вот лидер вкуса. Сегодня у нас день пиршества. Ванильный стаканчик. Я его давно покупал уже, он у меня в холодильнике лежит. Вот 70 грамм. И я за него отдавал, не поверите, 15 рублей. 15 рублей. Ну, короче, Полярис фабрика мороженого. Вес 70 граммов. И тут Новосибирск, где Новосибирск произведено. Вот сайт даже есть, Полярис. Импортеры. Где производитель? Ой, как сложно это все вот тут находить. На русском, казахском. Где? А, вот. Изготовление. Новосибхолод ОАО. Город Новосибирск. Улица Сибиряков-Гвардейцев. Дом 54. Телефоны. Состав. Ну, 15 рублей, понимаете, что тут как бы не совсем натурально. Ну, нормально. Ага. Молоко восстановленное, сухое, цельное, сухое, обезжиренное. Сахар. Сухая молочная сыворотка. Заменитель молочного жира, сливочное масло, комплексная пищевая добавка, стабилизатор, гуарановая камедь рожковое дерево, ароматизатор, ваниль. Вафельный стаканчик. Состав: вода, мука пшеничная, крахмал, кукурузное масло кокосовое, волокна пищевые натуральные, сахар, меланж яичный сухой, сода пищевая, эмульгатор соевый. Как много в стаканчике всего. Продукт может содержать следы глютена, поэтому кто придерживается безглютеновой диеты, им вот это мороженое нельзя. Арахиса, орехов и сои. Ну что, давайте распакуем его. Так, кстати, выпущено оно 21 год, 23 января, а у него 18 месяцев. Срок годности 18 месяцев при температуре минус 18. Угу.
20 месяцев при температуре минус 22. Ой, то есть больше года. Давайте пробуем. Там. Да что такое, а? Сегодня вечер вкусняшек у нас. У нас уже время 12 часов 5 минут. Открываем, открываем. Вот там видно, да? Мороженое. Кстати, мы его сейчас взвесим, сколько оно весит. Ну, немножечко как бы... Может, поэтому оно... Блин, глюкнуло, да? Глюкнуло. Вы в эфире? Вы в эфире. Так, давайте вес проверим его. Написано 70 граммов. Включаем. Смотрите, 68 граммов. Просто стаканчик, он тут больше, чем вот мороженое почему-то. А так вес, смотрите, 68, ну 70 грамм. Что там, 2 грамма, да? А это вообще у нас ничего не весит. Меньше грамма, что ли, она весит, вот эта упаковка. 67. 68. 60, ну, грамма 2 она весит. Ага. То есть, в принципе, 70 грамм. Здесь все ровно. Так, надо ложечку взять. Ложечку. Так, давайте пробуем. Лежала в холодильнике. Ну, кстати, с кофе вообще зашибись. Давайте я долью еще кофе. У меня осталось. Оно уже подостыло, но... Молоко было. Можно было положить сюда мороженое, но надо было горячее сразу. Горячий. Так. Наливаем молочко. Ну, сахар уже не буду ложить. Потому что мороженое сладкое. Так. Что дверь засмотрела. Это потому что я вот эти блоки поставил. Дверь начала отвисать. Бутылки с маслом на дверь поставил. Вот она и отвисать стала. Так. Вот такое вот мороженое. Мороженое как мороженое. 15 рублей. Стаканчик. Или 14, не помню. Ну, короче, примерно так. Ну, точно не 17, не 18. У них какой вот этот просто стаканчик, он большой. Надо было поменьше сделать. У них, видать, стандартный. Ну, а весовку он точно отмеряет, поэтому вот столько получилось. Чуть до конца. Нормально. Нормальный стаканчик вафельный, все вкусное. 15 рублей мороженое. Где-то там по 150 продают. Ну, я не знаю, зачем такие деньги тратить, если можно по 15 рублей поесть. Вот это вкусное. Так, а вот так вот еще вкуснее. Кофейком запивать. Так. Когда я ем, я глух и нем.
Слышали, да, такую пословицу? Поэтому кушать давайте молча. Ну, не знаю, мне нравится. По вкусу она вкусная. И вот это запивать кофейком, это очень смачно, кстати. Видели, да? СЖД в поезде взял. Когда ехали вот этот раз с Крыма на поезде, вот такой подстаканник взял. Он сделан из латуни, тяжелый. Смотрите, да? Как раньше мельхиоровые были подстаканники, да? Вот тут тоже такая патина, черная местами. Очень похож, вот как раньше были вот эти подстаканники из мельхиора. Они тоже в поездах были. Дают их. Сейчас вам покажу, вот какой мельхиоровый подстаканник оригинальный. Он уже почерневший. Вот это вот. Ну, как он, если почистить, он будет вообще идеальный. Вот такой вот. Это мельхиор. Он темнеет, окисляется. Это никель с медью, что ли, сплав. Можно посмотреть по интернету. Мельхиор. И то, что это вот здесь вот видно. МНЦ, цена 2 рубля 55, что ли, копеек. Ага. Он такой тяжелый. Сейчас мы его, кстати, потрем. И вы посмотрите. А это стакан, вот видно, да? Цена. Там на дне написано 14 копеек. 14 копеек. Вот видно, да? 14. То есть это настоящий граненый стакан из СССР. Так вот он звучит. Звук СССР. Кому интересно услышать. Так, мороженое у нас тает, поэтому надо его доедать. Давайте доедаем. Он начнет капать. Павелецкий вокзал в 1900 году, кажется, был построен в Москве. Ну, кто ездил, знает, где находится Павелецкий вокзал. Там даже, я слышал, с Киевского вокзала, по-моему, да, с Киевского до Павелецкого входит поезд. Представляете? То есть ночной, по-моему, что ли, то есть вечером вы садитесь в вагон и едете там какими-то путями железнодорожными, и потом утром вот на Павелецкий вокзал. Слушайте, у меня авария уже, все, придется нам с вами стрим заканчивать, потому что предупреждение, что разряженный телефон, 2 часа уже стримлю. Давайте доедаем мороженое, а то он сейчас прекратится у меня, вырубится. Хотя можно, конечно, под зарядку притащить и включить его. Что мы и сделаем. Все равно надо телефон заряжать. Без телефона, так сейчас как жизни нету без телефона. Так, сейчас
сюда воткну. Так. И вот сюда вот его. Хоп. Нет, тут удлинитель, все у меня тут есть. Да? Все, теперь мы сидим дальше. Продолжаем с вами беседу. Доедаем мороженое. Мороженое доедаем. За 15 рублей стаканчик. Вот такой вот лидер вкуса. Полярис. Производство город Новосибирск. 70 граммов. Так, вот этот поезд. Короче, из Москвы в Москву поезд. Слышали про такой? Кстати, пробить такой. Так. Поезд. Так, сейчас я наберу. Поезд из Москвы в Москву. Поезда из Москвы в Москву снова в ходу. Смотрите. Поезда из Москвы в Москву снова в ходу. Они идут двое суток и стоят по полдня на станциях. Идея круговых поездов 4 февраля набирает популярность. Все началось с поезда Киевский вокзал, Москва, Павелецкий вокзал. Во, о чем я говорил. Он был запущен для связи столицы с Калужской и Тульскими областями. Пассажиры им ездили мало, а вот среди туристов он получил популярность. Того поезд круглый год как нет. Но перевозчики идею круговых маршрутов взяли в работу. Как минимум 2 новых поезда. Туристический поезд. Ночной круговой поезд. Смотрите, 603, 604, Москва, Киевский вокзал, Москва, Павелецкий вокзал. Появился в 2000... Сразу написал текст. Ага, да. Вот он какой, смотрите, шарики. 1 ноября, ФПК, предложение. А что он, это самая сидячка, что ли? А, разные, да? Цена билета на весь маршрут не превышала 3000 рублей. Поезд ходил каждый день в обе стороны, по часовой стрелке и против. Короче, кругами. Кому надо вот ездить. Делать нечего, если можно, наверное, так вот кататься. Угу. Вот такой вот поезд с Киевского на Павелецкий вокзал. Ходит или сейчас ходит? Ну, там смотреть надо, а? Смотреть надо. По-разному. Он через Петербург ходит. Вот, видно, да, маршрут. Такой у него маршрут. Короче, туристический поезд. Ну, интересно, да, тут придумывают всякую разную. То есть вы садитесь и едете на нем, как туристы. Просто там станции какие-то есть, и там, наверное, долго стоят. То есть можно походить куда-то там. Главное успеть прибежать вовремя. Вот смотрите, какой поезд туристский. Раша. На это императорская Россия, Транссибириан, Транссибирский. Ну вот на него очень дорогие билеты, кстати. Там что-то по миллиону, что ли. Самые дешевые. Там очень такая насыщенная программа. Рестораны, там посещение, все, что там, короче, все, что возможно, ага, вас там обслуживают по полной программе, развлекают, целый месяц возят. Но это рассчитано, конечно, не на россиян, а на заграничных туристов.
То есть миллион-то, наверное, мало кто захочет выкладывать. И, наверное, такие деньги-то не найдутся. Не у многих. Миллион, чтобы взять так вот на просто путешествие истратить за там на месяц. Хотя у людей деньги разные же есть. У кого-то есть, у кого-то ни черта нету. Да? Сложно сказать. Так. Да, вот так вот. Интересно. Интересные новости. Так, а что у нас в интернете-то творится? Какие? Что там вышло? Не в интернете, а в ютубе. Подписчики. Геленджик. Так. Угу. Кнопочный телефон Panasonic. Ха. Сейчас стали популярными кнопочные телефоны, потому что они безопасны. То есть, если вот смартфон, на него можно программу шпион установить, да, понимаете, и, значит, про вас будут все абсолютно знать, то кнопочный телефон, он такого не позволяет, потому что там нет вот этой возможности дистанционно установить какую-то программу шпион, поэтому они становятся более популярны среди, ну, более безопасны для тех, кому, конечно, это нужен, кому нужно, кому нужно. Так что, ну и не обязательно же нужен телефон для того, чтобы там интернет был, там многие еще достаточно им вполне обычного телефона, чтобы обычно разговаривать по телефону и, соответственно, обычные смс-ки слать. А это всякие WhatsApp там, то есть все это не можно без этого обойтись, в принципе, кому-то. Ну, сейчас без этого, конечно, очень сложно. Сразу куча ограничений появляется у тебя. Ну, так, ну что, давайте дальше кушать нашу лапшичку. Эти кончились уже у меня, сосисоны. Я 2 сосиски разогревал на сковородке, кончились. И вот осталась лапша. Лапша, там еще котлеты есть. Может, котлету пожарить? Есть котлеты. То... Давайте котлеты пожарим. Все прямо. Телефон я подключил к подзарядке. Поэтому сейчас он зарядится и можно будет... Хотя есть пельмени. Пельмени. Вот пельмени пожарим. Давайте котлеты пожарим. Надо доедать. И такие вот котлеты есть вкусные. Ну, готовые уже, да? Биточки рыбные написано. Вот их тут 3 штучки. Но они вкусные. Такие вот вкусные. Мне нравятся. Так, давайте разогреем. Придется жарить вот на этом масле. Называется гречичное масло. Растительное масло кончилось. Не растительное, фу, блин. Подсолнечное масло кончилось. Зажигаю спички. Ставим сковородку. Так, надо налить. Смотрите, какое. Такое вот масло. Елея холодного отжима. Масло горчичное. Но оно вкусное. Ну, когда его жаришь, нерафинированное, оно, естественно, там такой появляется как бы аромат. Немножко. Ну, он приятный, этот аромат. Горчичный, поэтому... Так,
2 смотрит, 5 лайков. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Это ну такое, кстати. Смотрите, я сейчас вам покажу, как он выглядит. Вот масло вот такое вот, видно, да? Гречичное масло. Ну, как оливковое или какое там, да, не рафинированное, густое вот такое вот. Ну, другого нету, приходится на этом же. Конечно, это масло лучше его добавлять в салаты там, то все. Ну, если нету, приходится использовать и это масло. Так. Так. Кофеек у меня уже остыл. Но есть микроволновка, можно разогреть в нем. Так, а пока мы запустить надо, чтобы сильно не горело это все дело здесь. Нагрелось, надеюсь. Вот такие вот биточки уже готовые, то есть их чисто берешь такую упаковку, килограмм, и жаришь. Надо сначала на одну сторону и на вторую. Так вот делаем. Смотрите, сколько этого осталось на дне. Как это? Посыпка, да? Котлету, когда в этом панировка называется. Все вспомнил. Так, все, закрываем крышкой. И сейчас с вами какие-нибудь новости еще почитаем. Такой журнал есть. Интересный. Полярной авиалинии. Бортовой журнал. Его в самолетах дают. Кто летал, знают журналы. Так, на чем мы с вами остановились? Про цены. Смотрите, какие цены у нас с Якутска. Вот, видите, да, Батагай 15 100 рублей. Белая гора 26 680 рублей. Верхний Вилюйск 15 500. Вилюйск 15, Депутатский 19 800, Жиганск 15 690, Зырянка 22 830 рублей, Ленск 16 800, в Мому 18 880, Неринги 12 750, Нюрнбург 12 600, Оленек 21 130 рублей, Полярный 14 100 рублей, Соскалак 29 640 рублей, Сакырыр 20 040 рублей, Среднеколымск 27 150 рублей, Сунтар 13 400 рублей, Тикси 23 680 рублей, с Якутска Усть-Куйга 22 730, Черский, самый рекорд, 34 800 рублей. Вот такие цены. Так, ну и тут они предлагают, что непосредственно на сайте Polar Aero дешевле, чем покупать у агрегаторов. Так, вот таким образом. Даже приложение какое-то можно установить и, соответственно, вы можете покупать, если куда-то вот в эти населенные пункты летите. Так, дальше что? Сканворд Сахалы на якутском языке. Издание книг. Песчаная. Реклама. Так, как начать инвестировать с 1000 рублей? Статья. 1000 рублей есть. Вот хотите, чтобы у вас бабосов много было? Вот, пожалуйста, инвестируйте. И будет вам счастье. Так, на развороте вот такая фотография шикарная. Лошадь. Человек тут с бородой. Это кто, кстати? Это где фотографировали? Интересно.
Что-то ретро, да, у него еще это, смотрите, керосинка, да, лампа. Такие раньше были, когда электричества не было. Буллинг в школе. То есть это человека, когда ребенка третируют, мучают, там, то есть все, статьи. Мир глазами слепых. Да, тоже проблема. Такая, что такое Азиамед. Ну сейчас в эпоху коронавируса это очень актуально. Успех не приводит с первого раза. Это про кого? Нехватки опыта. Так. Дизайн Бифео. Фанарт. Дизайнер. Понятно. Статья про него. Вот его тут работы, да, это представлены. Мейтан с любовью к детям. Это что такое? Больница, что ли, какая-то? Или что такое? Бизнес-центр Мейтант. Ленина 46. Так, а это что такое? Работа фотографа Аполлинария Дегтяревой для культурного фотопроекта «Мама» в книге «Постоянно действующая открытая форма женщин». Кукушка. Сказка народов Севера. Такая фотография. Птица, что ли? Что такое? В национальных костюмах. Конечно, шикарно все так сшито. Наряды очень красивые. Вот эти вот шубы такие национальные. Если воочию их смотреть, он впечатляет, конечно. Черное венчание. Кто и как зарабатывает на вере россиян. Так, что-то такое про гадание, что ли, статья. Это вот я все полярные авиалинии смотрю, журнал бортовой. Наши земляки. Коуч-психолог. Гендиректор. Ага. Ливан Леон, певец. Еще фотография на разворот. Целая такая красивая фотография. Девочки в национальных платьях вот таких вот. Сэх в этом году тоже не был отменен, да, из-за пандемии. Обычно проходит в июне месяце, много народу бывает. Но вот чтобы не было столпотворения, естественно, распространения этого. Так, у меня там, короче, уже, я чувствую, начинает скоро подгорит. Так. Надо перевернуть их. Я так думаю. Так. Оп. Слышно, как шебурчит? Ну, такой немножко рыбный запах как бы есть, но он в меру, он такой приятный. Иногда рыбу какую-то жаришь, а потом она начинает вонять там жутко. Это нормально. Так, дальше. Что там у нас? Черное венчание, как заработать на вере сани привороты. Так, вот эту фотографию мы смотрели, да? Помощник Apple, гиперзарядное устройство, персональный вертолет, велосипед, в чем польза графенового покрытия, кому же съедобный бетон, господи, съедобный бетон. Зачем его вообще надо? Нужен он, съедобный. В Токийском университете разработали технологию превращения просроченной пищи в строительный материал, который остаются не только съедобными, но и становятся вкуснее исходных компонентов. Что за бред? За основу взят метод получения строительных материалов древесных опилок. Только здесь исходным сырьем служат остатки различных овощей. Их высушивают в вакуумной камере и измельчают в порошок, а затем добавляют
специи для вкуса. Порошок разбавляется небольшим количеством воды и прессуется под высокой температурой для запекания материала. Боже милостивый. Что только японцы не придумывают, а? Так, и вот здесь это что, статья про такого тигра. Смотрите, тигр. Или как тигр забрел в Якутию. Вот даже это, смотрите, это чучело. А вот это добыл его, да? Кто? Тигра. Вот этот охотник. Ну, тут все подробно написано. Саха, Транснефтегаз, газовые отрасли. Статья. Да. Дальше. Полярные линии, грузовые перевозки. Так, тариф на килограмм. Вот видите, да? 150 за килограмм. То есть, если вы хотите вот куда-то что-то везти, вот у вас, допустим, где тут? До Уснера 136 рублей. Самый дорогой получается у нас 170, 202 до Соскалаха. 202 рубля. Так, вот такие вот тарифы за килограмм. Знающий как самый на авиалинии, то все, статья. Вот, летают они, вертолеты, на вертолетах куда-нибудь до стойбищ оленеводов. Пожалуйста, летает. Приключения белого медведя. Что такое еще? Батагая, ага. 37 километров. Белый медведь зашел. Ни черта себе. Вот и вы, если белого медведя встретите. Так, что вы будете делать? Куда стремиться? Он вас догонит. Тюкнете след. Здоровый. Так, по-моему, уже все, как мне кажется. Еще раз переверну, чтобы обжарить. Еще пожарится. Биточки, котлетки. Чуть-чуть пожарю. 2 минутки. Так, и что еще дальше у нас тут? А, вот это вот, смотрите. Карта полетов республики. Вот смотрите, с Якутска, вот я называл цены, да, вот это полярные авиалинии летают вот туда, вот, смотрите, самый дальний 35 тысяч с Якутска до Черского, представляете, 4 часа лета, 4 часа лета, 35 тысяч рублей билет стоит в одну сторону на одного человека. То есть, если туда-сюда слетать, это вам надо 35 плюс 35, 70 тысяч рублей. Так, дальше еще услуги еще предлагают. Санавиация, беспилотная авиация, обзорные рейсы над Якутском и окрестностями. Вот, кстати, можно слетать, у кого есть. Кто хочет посмотреть с высоты птичьего полета на самолета, да, вот летают, соответственно, даже вот над Ленскими столбами летают. О, смотрите, да, 21 300 рублей, 50 250 рублей, 8 тысяч, а это целиком, да, что ли, от 10 600 с человека, 135 минут. Усть-Батама 80 минут, 14 400 рублей, и облет над Якутском 45 минут стоит. Это удовольствие. 5000 рублей с человека. Вот. С Магадана это. С Магана, вернее, самолеты летают рядом с Якутском. Поселок Маган есть. Там малая авиация расположилась. Там раньше садились Ту-100. Какие у нас тут? Самолет-то летал с Москвы. Ту-34, что ли? И там был. Винтовой, реактивный самолет летал. Так, все поджарилось. Даже там садилось. Когда, допустим, зимой был в городе туман, что было
довольно частое явление в декабре и январе. Самолеты садились за городом в поселке Маган. Так, ну что, показать вам вкусные котлетки, биточки. Поесть дальше. Сегодня день. Так, одну котлетку я возьму. Я вообще сейчас 3 пожарил, но я 3 не съем, естественно. Так, вот такая вот у нас котлета получилась. Почему-то он называется биточек. Биточек, с моей точки зрения, такая небольшая, как бы биточки круглые такие. Так, еще раз хочу порекламировать вот это белое кофе White Blend Дом Кортес. Можете его покупать на Вильберисе. Есть, стоит оно килограмм 1900 рублей. Так, и дальше посмотреть перечень. Так, это что у нас? Это где продают, да, билеты? Так, ну вот это вот карта полетов по республике. Самый дальний поселок Черский, 35 тысяч рублей билет стоит в одну сторону. Так. Авиация полярная, тушение пожаров. Вот такие вот вертолеты летают. Тут у них мишка там нарисован на символике. Так, вертолету Ми-8 полярных авиалиний присвоили имя Владимира Членова. Вот, видно даже надпись, вон там есть Владимир Членов. Это был когда-то министр транспорта и связи. Ага, министр транспорта и связи. Вот именем его даже назвали вертолет этой компании. Так, что тут у нас? Ну да, вот я закончил то, что обзорные рейсы над Якутском и окрестностям. Возможно, значит, облет над Якутском 45 минут, 5000 рублей с человека. Облет над заповедником Усть-Ботома 80 минут, 14 400 рублей. Облет над Ленинскими столбами 135 минут, 21 300 рублей. Так, вот тут телефончики приводятся. И вылет с поселка Маган. Он находится в 15 километрах от города, по-моему. Далеко совсем. Так, это интересные факты какие-то в журнале. Для детей загадки. Горные лыжи. Что-то такого плана, да? Ну, гороскоп, как без него. Как без него. Надо же бумагу занять чем-то. Так. И вот здесь вот что мы имеем. Мифы народов Севера. Такие оленьшки у нас видно, да? Северное сияние очень красивое, кто не видел. Ну и вот танцы. Это фольклор, я так понимаю, да? Здесь изображен. Приключения белого медведя. Ну все, вот, то есть у нас белый медведь дошел до поселка Батагай. Потом обнаружились в Тампонском районе. Ну, он, конечно, всех напугал. То есть он, получается, вот прошел, да, 30 марта вот здесь был, 9 апреля здесь, 28, 11. Так, это где? Итыкёль? Ух ты, ничего себе, он до Итыкёля дошел даже. Это ни черта себе, он на юг шел. Офигеть. Такой вот мишка. Так, ну все, посмотрели с вами журнал. Теперь будем пробовать. Пробовать будем котлету. Биточек. Биточек. Ну что, он мягкий довольно-таки. Вот какой у него цвет. Запах, ну, рыбкой пахнет нормально, приятно. Не отталкивающий запах. Какой мягкий, нежный вкус.
Обалдеть. Обалдеть. Вот это вкусняшка. Ну, конечно, вместе с лапшой это вообще сочетание бесподобное. Вообще, конечно. Мне не надо никаких там блюд за 100 тысяч рублей. Ну, не за 100 там, за 1000, за 2, за 3. Достаточно вот такого вот. Так. Зритель. Так. Ну что-то меня уже на сон клонит. У нас время уже без 15 час ночи. У вас там, я так понимаю, сейчас вечер. Где-то часов 7, да? 7-8. Ну вот таким вот образом. Так что то, что хотел, я как бы вам показал. Продегустировали лапшу. Этот раз. Много лапша была роллтон. Острая куриная лапша по-домашнему. Вот видите, да, я заварил ее. И я еще целиком не съел. Потом я заварил вот такой вот бизнес-ланч тоже. И вот эту вот петру заварил. Ну и еще мы с вами откушали мороженое «Лидер вкуса». 15 рублей стаканчик. Ну и попробуем. Сейчас вот кушаем котлетку вот такую вот вкусную. Надо наесться и спать лечь. Когда сытый, хорошие сны снятся, я знаю. А когда голодный, нифига не снится. Или какой-то бред начинает сниться. Поэтому обязательно перед сном кушайте плотненько, сытненько. Это кофеек пьем. Дон Кортес. Очень вкусное белое кофе. Для белых людей. Шутка. Но для всех людей. Так. Для белых, черных. Да. Завтра можно будет подольше поспать. Так что я еще сейчас стрим закончу, после посижу в интернете за компьютером, что-нибудь поделаю там полезное. Потому что спать лягу. Вау, вообще шикарно. 2 человека уже смотрят. 2 человека. 2 часа 53 минуты. 3 часа. До 3 часов довести, да? А потом уже вырубить. Это будет рекордный стрим у меня. Так, еще какую-нибудь новость прочитать. Что там про Якутию пишут. У нас хорошо дома нету в Якутске. Вообще. Вчера дым был вечером. Опять надуло. А сегодня утром я вышел на улицу, дыма нету. Вообще шикарно. А вчера столько дыма было. Просто кошмар какой-то. Просто был кошмар.
И вот за ночь то ли пожары затушили, то ли направление ветра сменилось, и дыма никакого не было. Представляете, да? Так. Так, давайте. Ух ты. Так, новости Олимпиады. Вы все знаете, что сейчас Олимпиада в Японии проходит. Так, что наша женская сборная России завоевала по баскетболу первые серебряные медали. Вот так вот. Так. S7 сообщил решение запустить новый лукостер. А куда он, интересно, будет летать? Seven создать лукостер компанию на базе вот этих S7, да, у нас лукостер, то есть это будут, видать, по недорогим тарифам перевозить куда-то. Ну, все мы знаем, что с 9 числа открываются перелеты за границу, в частности в Египет. Ага. Так, выплаты школьникам со 2 августа будут переводить уже по 10 тысяч, у кого есть дети. Так, вакцинацию 21 миллион человек прошло в России. Так. Что-то новостей интересных каких-то особых таких нету. Сейчас я прочитаю новости. Якутии. Почитаем, может, еще что пишут интересного. Ну, вот одна новость только что. Значит, пожары. Так, а вот в Якутии за январь-июнь валовой региональный продукт увеличился на 13%. Смотрите. В Якутии растет прибыль по добыче алмазов, золота и угля, а зарплата опережает инфляцию. Ух ты. Смотрите, реальная заработная плата в Якутии в январе-мае повысилась на 2,7%. Так. Валовой региональный продукт на 13% добычи алмазов, золота и угля приносит прибыль, зарплата растет, опережая инфляции. И небывалые события IT-компании дают положительный финансовый результат наряду с крупными промышленными предприятиями. Так. Оборот социально значимых услуг увеличен. Платные услуги выросли на 23%, пассажирообороты пассажиров всего на 1,7%, грузооборот на 20% увеличился. Рост зарплаты опережает рост инфляции. Ух ты! Повысилась зарплата на 2,7%. А это говорит о том, что рост зарплаты опережает рост инфляции. Обалдеть. Так, самую высокую по зарплате, смотрите, самую высокую зарплату предлагают для инженеров и слесарей, которым готовы платить 110-125 тысяч рублей. Водителю карьерного самосвала готовы платить 90 тысяч рублей.
Так, в 2021 году введут сотни тысяч квадратных метров нового жилья по республике. Да, вот смотрите, 570 тысяч квадратных метров жилья. Это будет рост на 7% показателей 2020 года. Вот. Так. Расселят вот этих вот частично, конечно, людей, которые в ветхих аварийных домах живут. Так, высокая долговая устойчивость, асфальтирование дорог. Вот мечта о субсидированных авиабилетах вне зависимости от возраста обошла Якутию стороной. Да, то есть хвалили нам. Владимир Владимирович пообещал, что будут субсидированные, значит, билеты продаваться для всех дальневосточных. Но нифига, такого не было. И у нас, кстати, цены на авиаперевозки увеличились в этом году. До Новосибирска летом, значит, билет стал стоить 20-25 тысяч рублей на человека. Такие денежки готовьте, если вы хотите за свой счет летать. Так, и вот это, короче, субсидия, она не пошла на всех. У нас субсидия действует на, кто не знает, на лиц, которым не исполнилось еще 23 года. И на пожилых, тем, кому за 60 лет, по-моему, 60 или... там, по-моему, 60 лет. То есть можно по субсидированным тарифам летать по стране. Там в Москву билет, в частности, стоит... Ой, сколько он стоит-то? В Москву билет стоит по субсидированным 1007-8. До Новосибирска 5000. До Владивостока тоже 1007 стоит. В Анапу 1008 стоит билет. Но это только для лиц, которые либо старше 60 лет, либо до молодежи, до 23 лет. Так, я, похоже, все тут уже подъедаю, так что мы будем заканчивать стрим уже. Я уже что-то бай-бай хочу. У нас уже час ночи. Час ночи. Надеюсь, что этот стрим посмотрят в записи еще люди. Кто-нибудь напишут, какие-нибудь комментарии. На какую тему, допустим, еще следующий стрим провести. Вот у меня сегодня почему-то спонтанно такая мысль возникла, продегустировать лапшу. Тем более я полдня не ел и голодный. Лапша шикарная, вот эта Ролтон яичная. Уже подостыла, ее надо разогреть. Ой, короче, все. 6 лайков, 1 смотрит. Спасибо, ребята, спасибо. Так, за ваши лайки. Будем кончать стрим. Я, наверное, уже 3 часа, да? 3 часа 4 минуты. Все, рекорд побит. Еще столько никогда я не стримил. Может, удастся по городу пойти постримить. Как-нибудь. Вот таким вот образом. Ладно, всех вас поздравляю с летом. То, что у нас лето. То, что сегодня какое 28-е, да, у нас уже 29 в Якутске.
В Москве еще 28, а у нас уже 29. Скоро у нас наступит август, самый классный месяц в году, август. Самый такой хороший, когда все начинает плодоносить, там вот эти урожаи собирают, да, значит, уже не такая жара появляется. Вот, это хорошо, что мы все дожили, хорошо, что у нас нету сегодня дыма в городе, просто замечательно. Так, ну что, давайте, до новых встреч, я завершаю трансляцию, всем пока, спокойной ночи. Завершить трансляцию, окей.